На минувшей неделе трое студентов из Северо-Восточного федерального университета вернулись со стажировки в Китай, где компания Huawei, мировой лидер в области инфокоммуникационных технологий, провела для участников специальные курсы. И одни из них, этих студентов, сегодня в нашей студии. Рады представить вам Марианну Дичковскую и Петра Васильева, студентов Института математики и информатики СФУ. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как так получилось вообще, да? Нам известно, что впервые студенты из Якутии побывали на подобного рода обучении. Как так произошло? Что надо было вам сделать, чтобы попасть туда? Ну, вообще компания Huawei, он как бы проводит такое мероприятие для всех стран мира. Это не то, чтобы всех, а где-то большинство стран мира. Вот. И в России он выбрал 4 города. Это Тюмень, Томск, Якутск и Владивосток. Ух ты, он сам выбрал. Да, компания Huawei сама выбрала и как бы подала заявку на то, чтобы переслать список студентов из СФУ. Вот. И мы подали заявку, и как бы они нам позвонили сами и поговорили на английском, узнали вообще, чем занимаемся и так далее. Вот. Здорово. И как бы нас выбрали потом. Ну, наверняка программа была достаточно обширная, ведь тем не менее Китай — это же передовая держава как раз-таки в информационных технологиях. Вот расскажите о программе, о ваших впечатлениях вообще в целом. Что конкретно там делали? Ну, вообще программа была такой сложной, как бы нам не давали ни одной свободной минуты. Всю первую неделю мы были в Пекине, мы учили китайский язык, культуру, ходили по всем достопримечательностям. А на второй неделе уже в городе Шэньчжэнь мы уже учились по своей теме, как бы по информационным телекоммуникационным технологиям. И в рамках проекта мы познакомились со многими главами компании Huawei, а также с представителями российского посольства в Китае. И мы также посетили новый университет МГУ ППИ, как бы совместный университет, и там тоже познакомились. Ну, вообще, вот 2 недели вы там провели. Да. Насколько методика обучения в Китае отличается от российской? Какая разница? Ну, например, когда мы учили китайский язык, вот, наша преподавательница, она просто взяла и начала говорить по-китайски с нами. То есть мы сидели, ничего не понимали. Сразу же, да? И сразу же начала с нами говорить, потом только объясняла, что она говорила и так далее. То есть у них как бы более направленная на практику. То есть когда тоже мы учили коммуникационные системы, то есть мы тоже сразу пришли в лабораторию, начали учить, и тоже как бы сразу нам показывали вот так вот, что работает и так далее. То есть там все более, там, например, в России более теории, а там более практики. Больше практики. Да. Ну, это есть хорошо, по-вашему? Ну да, я думаю, да. Ну вот когда, перед тем, как, вернее, выехать в Китай, вот ожидались, вот то, что вы ожидали увидеть, все ли это сбылось, либо даже было больше, вы получили информации, увидели чего-то, чем ожидалось? Ожидание, реальность, да? У нас было как бы ожидание, и плюс еще больше, можно сказать. То есть мы получили больше, чем ожидали. Вот. Ребят, очень нам интересно, определились ли вы, где конкретно будете работать после окончания вуза, и насколько вот вам помогут приобретенные знания в вашей дальнейшей деятельности? Ну, пока я учусь на 2-м курсе, но я уже для себя твердо решила, что я буду работать в IT-сфере. И вот, наверное, буду программистом. Я хочу стать программистом, который будет иметь обширные знания во многих областях IT. И для меня знания, приобретенные в компании Huawei, они непременно пригодятся в жизни, в будущем. Я, например, я первый курс магистра, да, вот поэтому я уже как бы работаю в IT-сфере и как бы уже зарабатываю на этом. И то есть я уже уверен, что я буду дальше заниматься, посвящу свою жизнь IT-сфере. Вот я как бы сам программист, делаю сайты, делаю мобильные приложения, и вот как бы я уже знаю то, что я буду дальше этим заниматься, и как бы стажировка от компании Huawei как бы помогала, еще добавила мои возможности, мои знания. Вот. Ну вот ты уже как и теорию, и практику познал. Вот на твой взгляд, что самое важное, наверное, вот в твоей отрасли? Самое важное? Самое важное это, то есть каждый день учить что-то новое. То есть как бы сфера IT, она очень быстро меняется. То есть сегодня ты узнал что-то, а завтра оно уже устарело как бы. Да. То есть за последние 10 лет это буквально вообще большая разница.
Вот, и поэтому каждый день надо открывать новости, читать про технологии и так Не далее. останавливаться на И- достигнутом. да. идти всё Открывать дальше и новые дальше, горизонты. дальше, да. То есть учить новые технологии. Марианна, Петр, благодарим вас за столь интересную беседу. Удачи вам, успехов, Мгм, конечно. спасибо. Спасибо.